Здравствуйте, мои любимые, чаще всего девочки. Сегодня у нас будет с вами расклад на отношения. На одну позицию, но зато с хорошим таким анализом, качественная беседа, как будто бы вы пришли ко мне на индивидуальный расклад. И мы с вами вот берем и разбираем ваши отношения с загаданным человеком, что вы в этих отношениях приобретаете, чем вам придется ради этих отношений пожертвовать, и какие-то цели, да, узнаем, которые будут достигнуты в этом союзе, какие задачи нужно решить, выполнить, да, и, естественно, узнаем будущее этих отношений, чувства человека по отношению к вам. Использовать я буду вот наше золотое универсальное таро. Замечательная колода, вообще очень красивая. Давайте посмотрим. Раз это расклад индивидуальный, вы должны мысленно снять 3 раза, а я вместе с вами. И также обязательно представьте перед глазами загаданного человека, вашего партнера и вас. Если вы представите вас, держащихся за руки, вас вместе, как символ, да, то, естественно, это притянет в вашу жизнь уже желаемое в союзе. Итак, 3 раза снимаем. Гадалка начала гадать. Вы пришли на сеанс. Просто представьте, как вы сидите рядом со мной. Сняли 3 раза, смотрим, что на дне колоды. 6 жезлов, победа. Вот смотрите, уже в этих отношениях здесь возможно что-то победить, что-то улучшить, да, и победить, может быть, какие-то негативные обстоятельства, мешающие этим отношениям. То есть победой может быть сам союз, то есть когда люди воссоединились и когда люди теперь будут вместе, да. То есть вот настрой хороший у карт, высшие силы вас благословляют. Давайте посмотрим теперь. Так, что-то карты у меня начали вы прям переживаете. Посмотрим, кто к нам пришел и на кого гадают, да? Кто вот вы? Вот смотрите, у меня прям карты переворачиваются сегодня. Вы справедливость. Я, знаете, как считаю? Справедливость – это человек, который очень хочет правды. Вот первое, да? Второе – это человек, который может кого-то осуждать, но на основе того, что он прав. И вы в этой ситуации, да, вы можете быть вполне правы в своем осуждении, в своей критике к загаданному человеку, потому что он совершал, скорее всего, какие-то поступки негативные, да, в вашу сторону, которые любой бы человек, вот если бы послушал, да, об этих поступках, сказал бы, что они неправильные. Вот поэтому может падать справедливость. А также она может падать, если вы человек строгий или строгих правил, у вас есть какие-то в семье традиции, и это человек, просто состоящий иногда даже в официальном браке, или очень хотящий быть в официальном браке. Карта неплохая. Она, конечно, вот она на троне сидит, да, это Фемида. У нее меч и весы, но она не применяет свой меч никогда просто так. И вы обладаете чувством собственного достоинства, совершенно точно. То есть не сомневайтесь в этом. Не сомневайтесь в том, что у вас есть это чувство, что вы себя уважаете. Так, кто ваш партнер? Он маг. Вот видите, 2 достойных человека, да, у нас. Он эгоист, это совершенно точно. Он эгоист. Он тот, кто хочет для себя в первую очередь чего-то, счастья для себя, да, каких-то достижений для себя, и чтобы весь мир крутился вокруг него, и чтобы вы тоже крутились вокруг него, что он такой вот у нас центр вселенной, вот такая единица, а вы должны на него смотреть широко открытыми глазами и восхищаться этим человеком, этим партнером. Хорошо, маг также показывает кого-то, кто хочет богатства, процветания, всего от этой жизни, ну, взять все от этой жизни. Человек целеустремленный, человек пытается моделировать свою реальность, то есть он сначала имеет идею в голове, а потом ее пытается исполнить. И иногда это просто очень самолюбивый такой человек, который нарциссизмом обладает. Он смотрит в зеркало, любуется собой.
И что он хочет, сразу же такой маг, да? Чтобы вы восхищались, чтобы вы смотрели на него и заглядывали бы ему в лицо и говорили, какой он классный. Вот прям комплиментов ждет. Сразу же видно по карте, что ждет ваших комплиментов. А вы не очень-то хотите по карте справедливость, комплименты несправедливые говорить, да? Не те, которые он заслужил. Но мы их соединим. Карты, кстати, обе несут в себе много мужской энергии, несмотря на то, что Фемида у нас женский образ. Почему? Потому что характеры здесь сложные, вот два сложных характера. И каждый из вас лидер, и каждый из вас готов добиваться в жизни чего-то. Соответственно, когда вы встретились, вы понимали, что вы оба достойных человека, но он ждал от вас поклонения. Что было в прошлом, вот когда вы встретились-то, да? Как он вот себя чувствовал по отношению к вам? Ну, сначала вообще был король мечей. Вот видите, он строгий человек. Он смотрел на вас, и сначала он вас не оценивал как объект для любви, а скорее проверял. Я бы вот так вот выразилась. Именно проверял, ревновал. Он как будто бы видел конкуренцию рядом с вами. То есть кого-то, ему казалось, что кто-то есть у вас, кроме него. И его это сильно било по самолюбию. Он мог этого не говорить. Но у него явно внутри было недоверие, и он вас, ну вот прям сканировал, что ли. Конечно, эта карта очень строгая, и человек долго не принимает в свое общество. Король мечей, если вы стали ему своим человеком, он сделает для вас многое. Но если вы еще не стали кем-то, кто ему дорог, там не стали членом его клуба, да, то он будет всегда вести себя очень некрасиво. Может даже резкие такие слова говорить, не подпускать к себе. И вы это почувствуете, вот этот холод. Так, что еще было в прошлом? Опять карта упала. 8 жезлов. События могли развиваться потом довольно стремительно, резко, неожиданно для вас. Вообще отношения как будто бы, как гром среди ясного неба, вот что-то раз и вот прям сердечко поразило, да? 4 кубков. Здесь как будто бы было игнорирование. И это игнорирование потом вышло, опять же, как в реабилитацию какую-то. Вы знаете, карты здесь рассказывают историю двух людей со сложными характерами, кто мог, допустим, начать отношения, а доверия еще такого нет, и у мужчины по отношению к женщине стрельнуло что-то в голове, и он как будто бы мог какое-то время вот как исчезать, что ли, пропадать, или переставать уделять совершенно внимание. А все благодаря именно вот этому недоверию, отсутствию проверки. Еще пока не все я про тебя понял. И потом вот как будто бы прошло время, что ли, и он все осознал и начал уже по-другому относиться внутри себя к вам. Вот как будто бы проверку вы прошли, но гораздо позже, что ли. А сначала, да, была между вами страсть очень сильная, но сам человек, вот именно он погрузился в страсть, да, но он не погрузился в любовь. Он еще пока не имел таких вот именно чувств теплых, когда ты можешь полностью отдать себя человеку. Маг, он вообще редко себя кому-то вот полностью отдает, да. Здесь вы как бы ему и дороги были, и в то же время он мог очень вами пренебрегать одновременно. Интересно. Но что несет он сейчас вам? Что он вам сейчас несет в вашу жизнь? Рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей – это такая суховатая карта. Медленное продвижение отношений. Все как-то застоялось. Он черстенький, не романтичный совершенно и не страстный. Но
может проявлять либо ответственность, либо вообще бывает по рыцарю Пентаклей люди молчат. Но это реже, а чаще вот он может проявлять к вам какие-то вот такие моменты, что я сделаю, что я обязан. Да? Я сделаю, что обязан. И может такое быть по рыцарю Пентаклей, что человек хочет заработать много денег, да, ради отношений, и только потом их начать развивать. Вот как откладывает их на потом, свою жизнь на потом откладывает. А что вы ему даете? Так, вы ему даете романтику, 6 кубков, вы прям нежность даете этому человеку. Несмотря на то, что вы правосудие, вы можете дать ему заботу, любовь, внимание. Вот он это знает так-то внутри себя, где-то в подсознании у него хранится этот момент, что вы можете позаботиться о нем и дать ему любви. Но сам он черствоват, честно скажу. Вот уперся именно в свой труд, работу, заработок. Что он чувствует на сегодняшний день? Король жезлов. Короли падают, у него очень много мужской энергии, он страсть ощущает, он ощущает ответственность, он ощущает желание вас контролировать, ревность. Вот, может быть, он сухость демонстрирует, что он вам дает? Сухость, да, вот такую в отношениях, черствость. Но внутри-то у него есть огонь. Огонь и, опять же, чувство собственничества. Этот человек собственник по отношению к вам. И, может быть, вы нарушаете, опять же, у него вот это вот доверие. Может, вы красивая слишком, да, женщина. Может, вы слишком сексуальная женщина. И он думает, вас хотят прям все. Все готовы с вами строить отношения. И у него не то, что самооценка заниженная, нет. Он просто думает, что вы можете найти для себя, что ли, какой-то лучший вариант. И тут же хватается и пытается вас держать при себе и контролировать. Вот так почему-то. Хорошо. А что чувствуете к нему вы? Жрица. Как тайна какая-то, да, у вас есть. Сильная любовная привязанность в плане платонической любви. То есть у вас не сексуальная к нему привязанность больше, а именно духовная какая-то привязанность. Вы, может быть, чувствуете, вот у нас есть на жрице 2 столба, да, что вы как 2 половинки, но приходится очень глубоко рыть и копать в этих отношениях, чтобы что-то понять, разобраться и, наконец, вывести их на новый уровень. Вот этого нового уровня-то и не хватает. Как-то все вот оно топчется на месте, да? Хотя у человека чувства есть, у вас чувства есть. У него больше они телесные почему-то, а у вас больше как бы духовные чувства. Еще вы подозреваете, у него постоянно, может быть, других женщин по жрице. Думаете, что он находится под магическим воздействием. Тут не исключено, конечно. Как бы у него мысли, понимаете, они у него путаются. Он живет в состоянии постоянного недоверия по отношению к вам. То есть это путаются мысли так у человека, правда, когда бывает магическое воздействие. Что он в вас улучшает? 6 мечей. Вот он в вас воспитывает чувство непривязанности. Если мы постоянно к кому-то можем прикипать или к каким-то людям, или к вещам, или еще чему-то, зависеть от чего-то, да, то нам посылается человек в жизнь, который воспитывает чувство непривязанности. Вам нужно отпустить внутри себя этого человека, и тогда вы получите все. Все эти отношения в полной уже мере. Понимаете, он улучшает в вас момент, что вы научились бы взять и уходить, да, вот свободы, момент свободы улучшает вас. Вы чувствуете себя всегда несвободным человеком по карте справедливость. Вы чувствуете всегда ответственность за всех и вся вокруг себя. В этом проблема. Вам нужно научиться отпускать всех людей. То есть не только его, а еще детей, допустим, родителей, сотрудников по работе, кого угодно отпускать просто, не держать их внутри, в голове, в мыслях.
Держаться за них бесполезно. Все мы рождаемся одни и умираем одни. Что он в вас усугубляет? Тройка мечей. Страдания он в вас усугубляет. Психологические травмы. Ну да, тут у нас битва разумов. Видно, что оба умные, оба лидеры. И, конечно, каждый хочет управлять. Каждый хочет помыкать другим, да, в чем-то, в каком-то смысле. Поэтому передавливаете друг друга. Начинаете обижать друг друга. Иногда игнорировать. И, конечно, это по вам бьет, потому что если вы женщина, то вы все равно слабее внутри. Мужчина все равно может что-то там пережечь, перетерпеть, женщина нет, она более эмоциональное существо. Как ни крути, как бы она видимость не создавала, да, он в вас усугубляет обиды, он в вас усугубляет психологические травмы. Поэтому вам с ним нельзя никогда не ссориться, не лезть на рожон, а больше, конечно, покоряться мужской энергии. Какие уроки у вас в этом союзе? Урок тройки жезлов. Вот видите? То есть эта карта, она четко показывает. Вам нужно научиться ставить новые цели в жизни, научиться самосовершенствоваться, увлекаться чем-то интересным, ярким, что вас отвлекает от привязанностей. И тройка жезлов – это карта, по сути, вот новой жизни, да, когда человек наконец-то осознает, что кроме его узкого мира есть огромный мир, огромный, и он хочет этой новой жизни, он все меняет в своей жизни. Он сначала ждет от себя, да, вот этой постановки цели, а потом все меняет. И вот давайте теперь посмотрим, а чем придется пожертвовать в отношениях и что вы в них приобретаете, да? Так, что вы приобретаете? Туз кубков, любовь приобретаете. То есть все-таки эти отношения перспективные, да? Да, сложно, но преодолеть здесь многое можно с помощью любви. И дать человеку нужно то, что он хочет, а он хочет любви, да? И в итоге вы приобретаете в этих отношениях любовь, вы приобретаете чувство через край, то есть когда-то у него прорвет, и он даже вот как бы в этих чувствах полностью признается, он эти чувства вам все выразит, он окружит вас какой-то там своей заботой, как он ее вообще себе представляет. Ну, естественно, я не даю вам надежду, что он такой раз и весь вот прям стал заботливый, как вы его там себе вообразили. Нет. Но как он это, да, представляет со своей стороны слово «забота», вот он сможет это сделать, сможет выразить свою любовь. Чем придется пожертвовать? Паж Пентаклей. Вот видите, вам нужно научиться перед ним чуть-чуть, вот не то что прогибаться, но уступать ему. То есть вам нужно говорить ему хорошие слова о нем, комплименты какие-то. Вот не как мужчина женщине, а как женщина может похвалить мужчину за его работоспособность, за его ответственность. Если он сделал, правда, что-то хорошее, вам нужно это отметить. И за его сексуальность. То есть нужно иметь искру в глазах, да, то есть это для вас сложно. Вот вы как будто бы себя начинаете растрачивать, да, в этом. Вам сложно взять над собой верх и сказать человеку что-то хорошее. Нужно как можно больше говорить хорошего. И тогда вы увидите, как будут меняться отношения. Есть ли будущее этих отношений? Конечно, есть. Иерофант. У вас может быть здесь долгий, счастливый брак. На самом деле вы можете быть много лет вместе по иерофанту. Это такой традиционный брак, когда люди действительно вот взяли и женятся, да. И видите, 4 жезлов. Здесь вы можете иметь общий дом, семью, там, если возраст позволяет, детей, да. То есть вы можете полностью создать крепкий союз с этим человеком, несмотря на то, что вы сначала, казалось бы, испытания проходили, но все люди проходят испытания в отношениях, все абсолютно. Так, цели и задачи. Какая цель будет достигнута? 7 пентаклей. Вкладываем энергию, а потом получаем богатые плоды. Вот видите как? У вас отношения именно из этого состоят. Вы сначала энергию туда вкладываете, много времени, а потом получаете уже большие результаты.
И задача, ну, королева кубков, стать любимой женщиной, стать прекрасной, красивой, невероятной, самой лучшей для него. Но для этого нужно над собой поработать, потому что вы пока черствоваты. Вам нужно быть гораздо нежнее. И все у вас получится. Человек, в принципе-то, вас любит. Ну, вот такой сегодня у нас получился расклад. Пишите свое мнение. Всем пока и до новых встреч.